Вновь сводки с переднего края борьбы с коронавирусом. Власти региона планируют привлечь для работы в больницах и поликлиниках студентов-шестикурсников мединститута СГУ. Как пояснил Владимир Уйба, в условиях напряженной эпидситуации важно использовать все возможности. Между тем, коронавирус в Коми уже бьет весенние рекорды. Очевидно, по уровню заболеваемости вторая волна оказалась намного мощнее первой. Власти республики принимают экстренные меры. Развернут дополнительный коечный фонд под больницы для пациентов в легкой форме, перепрофилируют детские санатории и спортивные школы. Ношение масок в общественных местах теперь не просто рекомендация, а обязанность. Алексей Корчма о деталях происходящего. 19 октября 166 новых случаев, 20 октября 185. В среду уже абсолютный рекорд – 210 инфицированных, затем небольшой спад до 185, и вот сегодня еще 197. Динамика заболеваемости тревожит, растет и число смертей. Коронавирус уже добрался и в отдаленные районы Коми, где качество медицинской помощи объективно хуже, чем в городах. На карантине Майолдина Усть-Куломского района 6 жителей госпитализированы с внебольничной пневмонией, 2 в реанимации. Предположительно, ковид завезли из Сыктывкара, а массовое заражение случилось на похоронах. Симптомы у каждого 8-го селянина. По рекомендации Роспотребнадзора в Майолдино ввели полный карантин. Изоляция на дому всех контактных. Запрет на выезд-въезд, кроме экстренных случаев. Проводится сейчас патрулирование сотрудниками полиции с тем, чтобы жителям Майолдина, им разъясняется необходимость остаться в селе, не выезжать без надобности за пределы этого села. Соответствующая же работа проводится с теми, кто планировал приехать в село, своим родственникам, знакомым. У нас закрыта начальная школа-сад. Дети, которые обучались в Уснемской школе, переведены на дистанционное обучение. По работе ФАПа, там есть медсестра на территории и экстренно вызван с отпуска врач из поселка Тимшер. И все же антирекорды этой недели по-прежнему ставит Сыктывкар. Власти города принимают меры, чтобы обезопасить от вирусной вспышки детские сады и школы. Утренние фильтры, бактерицидные радиоциркуляторы, дезинфекция. Все рекомендации, по мнению мэра, в детских садах строго соблюдаются. При этом важно родителям следить за тем, где и как дети проводят свое свободное время. Гулять лучше на улице. Посещение магазинов и походы в гости желательно избежать. На сегодняшний день, слава богу, нет такой вспышки среди деток. Да? То есть у нас закрыто на сегодняшний день, по-моему, 13 групп в детских садиках из 887. То есть количество небольшое, и оно, в принципе, сохраняет тенденцию эпидемиологической обстановки до ковидной, то, что у нас было. Да? Поэтому мы надеемся, что все-таки сейчас каникулы, и, возможно, мы разобьем группы. При условии, конечно, что дети будут дома и не будут ходить и бродить по торговым центрам. Здравоохранение региона полностью мобилизовано. Всего в медучреждениях развернуто 2200 коек. Ежедневно проводится 1800 исследований на ковид на базе 5 лабораторий. Еще одну откроют в Ухте. Сейчас муниципалитет отправляет тесты в диагностический центр Сыктывкара. Мы готовим еще одного врача-ординатора, бактериолога, который приедет к нам на работу. И на сегодняшний день у нас 2 специалиста, обученных по работе в ПЦР. И наши сотрудники прошли обучение. На прошлой неделе они выезжали в город Сыктывкар в такую же лабораторию и полностью прошли обучение по выделению COVID-19. Тестирование, медикаменты, транспортировка тяжелобольных в другие учреждения. На все регион тратит огромные средства. В последней заявке на финансирование от Минздрава Коми 230 миллионов рублей. До конца года на антикоронавирусные мероприятия Госсовет уже подтвердил 1 131 миллион. Все они уходят на госпрограмму здравоохранения. Это и 350 миллионов на работу ФОМСа. Также выделяется 250 миллионов на увеличение коечного фонда в связи с ковидом, плюс на закупку дополнительных лекарственных аппаратов. Также 55 миллионов дается на санавиацию в связи с вывозом больных с удаленных районов. Во всех больницах медики работают на пределе. Выбывает часть персонала 65+. Они уходят на самоизоляцию. Многие врачи сами на больничном, в том числе и с подтвержденным коронавирусом. На помощь привлекают студентов-медиков. Так, куда мы денем перчатки? Куда мы будем надевать наши средства защиты? То есть перчатки мы сбрасываем, да?
раствор дезинфектанта. Если основные работники встали в красную зону, тылы остаются неприкрыты, говорят в Сыктывкарском медколледже. В перспективе эти ребята займут рабочие места в тех самых больницах. Кажется, от такого сотрудничества одни только плюсы. Только собственной безопасности, учитывая особенности распространения вируса, нужно уделять особое внимание. Это высокий уровень ответственности. Каждый раз мы говорим про инфекционную безопасность себя, своих близких. Еще раз просим, чтобы они контролировали не только себя, но и своих друзей, товарищей, которые вместе с ними осуществляют эту работу. Ну и отслеживали свое самочувствие. Запрос от Минздрава на волонтеров Сыктывкарский медколледж уже получил. Группа из 25 студентов 2-4 курсов отправится в Сыктывкарские, Эжвинские, Карткировскую, Усть-Вымскую районные больницы. К добровольцам несколько обязательных требований: совершеннолетие, пройденная медкомиссия, аттестация по спецпрограмме. Про эту болезнь я знаю, что может проходить скрытно, но вообще проявляться без симптомов. Знаю, что основные симптомы являются потеря вкусов, запахов. Также в более тяжелых формах это кашель и высокая температура. Ухтинские студенты тоже не остались в стороне. В городской больнице выполняют стандартную сестринскую работу. С ней знакомы еще по практике с 1-го курса. Убирают палаты, ухаживают за больными. Я до этого уже работала младшей медицинской сестрой и знаю, как там что устроено. Мне это не в новинку. Там все точно так же, как и до этого было. Только единственный нюанс, что в костюмах постоянно ходишь. Главная сложность, наверное, заключается в костюмах, которые мы носим. Они не дышат, в них сложно делать работу, неудобно. Они не по размеру, большие, все спотыкаемся. Сложность, наверное, в этом. В масках дышать тяжело, кислорода не хватает. Сложность еще в том, что мы не можем в любой момент выйти даже попить воды. Но это просто нету времени. На сложность работы в защитных костюмах обращают внимание волонтеры из Воркутинского медколледжа. А вот трудностей адаптации в самих медучреждениях и устоявшихся коллективах нет никакой. Студентов здесь ждали. Это было необычно, так как мы были там первый раз. Мы не знали, что нас ждет, какое к нам будет отношение. Но, в принципе, это очень положительные были эмоции, потому что и со стороны медсестер у них были достаточно теплые намерения к нам. Они помогали, где-то нам рассказывали, показывали, давали пробовать. То есть все было направлено на то, чтобы мы чувствовали себя в коллективе комфортно. В стадии перепрофилирования под госпиталь для пациентов с ковид в легкой форме Сыктывкарская спортшкола номер 2 и детский санаторий «Лозым». Так сделано уже на базе детского лагеря «Гренада». Сейчас важна не только профилактика новых случаев инфицирования, но и оперативное лечение уже заразившихся, а также их последующая реабилитация. После заболевания коронавирусом вообще организм он в полном дисбалансе находится, и нужны уже специалисты разного профиля. Это и терапевт, и невролог, и другие. Что делать человеку, который переболел? В курсах реабилитации привлекаются не только специалисты, участвующие в восстановлении дыхания, но и также другие специалисты. Может быть привлечен и невролог, и кардиолог, если затронута сердечно-сосудистая система, и другие специалисты. На реабилитацию необходимо направление терапевта, справки о 2 отрицательных анализах на коронавирус и результаты флюорографии. Курс рассчитан на 2 месяца для средних и среднетяжелых случаев. Среди процедур – дыхательная гимнастика, массаж. Врачи прописывают лекарства и витамины, назначают диету с повышенным содержанием белка. Вы получаете комплекс определенных упражнений индивидуально в зависимости от сопутствующей патологии, от имеющихся каких-то сопутствующих заболеваний. И доктор, который вас смотрит и консультирует, он вам и подбирает то количество упражнений. Любую болезнь лучше предотвратить, чем потом лечить. Эта народная мудрость сейчас актуальна как никогда раньше. А значит, маска, перчатки, дистанция, дезинфекция. Вот что снизит рост заболеваемости. Закрытие торговых центров, учреждений и предприятий, так называемый жесткий локдаун, не решит проблему инфицирования, а лишь усугубит и без того тяжелое положение дел в экономике региона.